Ахра, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и вышли с нами на связь. Как вы себя чувствуете? Как настроение? День добрый, настроение отличное, состояние тоже. А мы внимательно следим за ситуацией на Украине, переживаем за наших ребят, участвующих в спецоперации. Какая сейчас ситуация на линии фронта? Ну, на войне как на войне, они стреляют, мы отвечаем, поэтому сейчас сказать, что что-то происходит неординарное, не скажем. Мы свою задачу выполняем и ждем развития в других направлениях, ну, для чего мы и были здесь поставлены. Поэтому в Мариуполе идет движение, там с луганской стороны идет движение, с другой стороны тоже неплохие. Но котлы намечаются и продвижение идет, поэтому просто ждем того дня, когда они замкнутся полностью. Ахра, у вас большая группа. Про вашу группу говорят, что вы участвуете в самых горячих точках. Это так? Ну, у нас всегда, так как наше подразделение всегда было единым с 2014 года, поэтому самые принципиальные или упертые моменты нас туда всегда приглашали, и мы никогда не отказывались. И на этот раз то же самое произошло. Напротив нас стоит 25-я аэромобильная бригада. Это не одна из самых, а самая мощная бригада Украины. И их спецназ славился всегда и до, и во время войны. Но наши ребята доказали, что характер сильнее выучки. А абхазы наши состоят в вашей группе? Они вообще все в одной группе или они разбросаны? Нет, у нас наш батальон, и в нем все наши земляки, все вместе, просто разбросаны в разных взводах, потому что, как говорится, все яйца в одной корзине не держат, и поэтому все разбавили так по чуть-чуть, ну, в достаточном количестве, чтобы друг другу братское плечо оказать и с местными к колориту привыкнуть, к ментальности. Мы всех просто, у нас много позиций, мы обкатываем их по разным позициям, чтобы они все изучили в случае там необходимости быстрого выдвижения, чтобы они ориентировались на местности, поэтому обкатываем всех по чуть-чуть, так как наши ребята не все же разом приехали, приезжают по два-три человека, и вот поэтому они идут в те группы, которые сегодня выдвигаются. Это не принципиально, мы не формируем группы, что вот чисто только наши братья пойдут или нет. Здесь все наши братья. Многие молодые люди хотят приехать и встать рядом с вами, но у них нет боевого опыта. Что вы скажете, насколько это приемлемо отправлять на фронт необстрелянных ребят, как говорится? Ну, здесь такая ситуация в 2014 году возникала, сегодня такой нужды нету. Тем более знаем, что наш противник Заингурский, он ждет удобного момента, чтобы сделать выпад. Поэтому я думаю, молодежи надо готовиться, но не на войне. Я думаю, есть возможность сегодня прийти в регулярную армию, попросить их, чтобы они провели военно-полевые сборы и изучить вдоль нашу границу и понимать, где и как мы будем останавливать нашего противника, который может сделать выпад, чтобы отвлечь от Украины, открыть, потому что самое удобное для них это направление Абхазии. Поэтому я думаю, лучше тех молодых, которые не обстреляны, но патриотически настроены, что им стоит месяц провести в рядах нашей армии, ничего, чем идти сюда доказывать, что он не трус. Добавлю, чтобы ребята не рвались, нас здесь достаточно, не обязательно всем сынам Абхазии здесь быть. Юпа Господь. Как начались события на Украине, на нашей странице в Facebook под нашими материалами грузины активно обсуждают военные события. Все время оскорбляют наш народ, угрожают, что в скором времени придут в Абхазию и уничтожат нас. Пугают натовскими войсками. Как вы думаете, Грузия может предпринять, совершить агрессию по отношению к Абхазии? Я думаю, попытается, потому что Украина и Грузия кормятся с одной руки, и если они поймут, что Украина от них уплывает, и следом придет к этому Грузия, поэтому им, наверное, надо будет только произвести какой-нибудь выпад, и, скорее всего, это будет просто, ну, Южная Осетия,
она более готова к оборонительному из-за своего географического расположения. И как бы там конфликт не так бурно будет, потому что здесь граница с Турцией, здесь граница с олимпийской столицей и так далее. Вот как-то оно возникнет все очень так политически. Поэтому мы должны быть готовы, мы не должны расслабляться. Предполагаю, что и Абхазия должна держать руку на пульсе, потому что мы все погрязли во внутренней политике, но народ сплочает внешне. Мы, если здесь все едины, тогда надо как-то эту волну подхватывать и вести нас. Отойдем чуть-чуть от темы. Какие настроения у людей, у мирных граждан? У вас есть время с ними общаться? Если да, то что они говорят? Откровенно скажу, что времени много нет у меня, но так как у нас очень много ребят, которые э, депутаты Народного собрания Совета Донецкой Народной Республики, молодая республика, очень много активистов, там, общественной палаты, они все пришли к нам служить, и когда, вот как у нас положено, там, определенное время на позициях, потом увольнительного. Вот вместо увольнительного они ездят с гуманитарными миссиями, в том числе и моя супруга, и ездят и общаются с населением, потому что не надо рассчитывать только на само государство. Если каждый может чем-то помочь, мы же все равно все одно целое. Поэтому мы в разные стороны отправляем. Там где-то у нас наш сухпай остался, там, излишек, там, мы его зачем будем складировать или еще что-то. Мы понимаем, что у нас его достаточно, мы туда отправляем людям, которые выходят из этих подвалов, из ранее оккупированных территорий, ныне освобожденных. И вот мы оттуда их встречаем, размещаем, привозим, как-то помогаем. Поэтому узнаем то, что реально происходило. И мы понимаем для себя, что пропагандистская машина Украины насильно работала, но люди-то столкнулись с реальностью, когда выезжает украинский танк, работает по нашим позициям, потом разворачивается и видит на 8 этаже свет горит. И ему, не знаю, это мы предполагаем, что ему может кажется, что там кто-то корректировщик. Это просто любопытный человек. Он просто видит, что у него под домом танк стреляет, он вышел на балкон и на него смотрит. Так они разворачивают у него дуло и стреляют, и просто гражданского человека нету. И полдома горит, и люди начинают с окон прыгать. Там ужасов очень много, поэтому если их слушать и выдавать в эфир, будет нехорошая озлобленная пропаганда. Мы к этому не хотим стремиться, поэтому мы стараемся, узнав это все, понять, проанализировать, но не пытаться использовать какую-то пропагандную-машину, и как они сегодня раскручивают там, и у них трупы руками шевелят или еще что-то, то у нас есть реальные моменты, которые мы такие вещи можем им геноцида предъявлять, но почему-то пока только фиксируем как Следственный комитет официально, приезжает, каждый разрыв и каждые выпущенные их ракеты, приезжает туда Следственный комитет, все это фиксирует, все это собирается, все это документируется и направляется. Эти вещи почему-то мировое сообщество не замечает и не хочет замечать. Но бумага стерпит, мы ее сложим. А как дела обстоят с вооружением, экипировкой, питанием? Вы всем обеспечены? Всем обеспечены, и государство с этим помогло, и отступающий враг неплохо нам оставил, поэтому у нас проблем нету. Пришли пешком, как говорится, на позицию, уезжаем на какой-то технике, поэтому нормально. Уже имеем тяжелое вооружение, поэтому спасибо нашему противнику. Быстро бегает, но мы не пришли по его душу, мы пришли освободить землю, поэтому пусть убегает. Мгм. А вам приходилось сталкиваться с бандеровцами, и они на самом деле проявляют жестокость? Ну, с 2014 года мне приходилось много с ними сталкиваться. В 2014 году у меня боец попал к ним в плен, и 24 дня он жил в контейнере жестяном на морозе минус 20, и его не кормили, не поили. И вот там, как он пришел, у него было 1,5 литра воды, и вот эту воду он в своем организме гонял взад-вперед и салфетки ел. Поэтому этих животных мы хорошо знаем. И на этой земле, если их не будет, то сочувствовать точно никто не будет. Ахра, спасибо вам еще раз за беседу, спасибо, что нашли время. Абхазы всегда проявляли храбрость, наши предки были смелыми воинами, генетика дает о себе знать, как говорится, а вы берегите себя. Спасибо вам еще раз. Это вот сделаем. Интересно.